Слово «умра» в переводе с арабского языка означает «посещение». Согласно шариату, умра – это посещение Каабы в другое, отличное от хаджа время, совершая определенные виды поклонения в соответствии с определенными условиями. В отличие от хаджа, умру можно совершать в любое время года. Следует отметить, что хадж имеет больше обрядов, которые не включают в себя умра. Это пребывание на Арафате, ночевка в Муздалифе и в Мина, а также бросание камней в Мина. Совершение умры является обязательным, как и хадж. Относительно умры и хаджа у мусульман возникает ряд вопросов. Как совершать, какие отличия умры от хаджа, какие рукны имеет умра. На эти и другие вопросы мы по воле Всевышнего ответим далее. Положение умры в исламе. Фард или сунна? Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорится, что ислам основывается на 5 вещах. Это свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, его посланник. Второе – это выстраивание молитвы. Третье – это закат. Четвертое – это пост, месяц священный, Рамадан, и совершение хаджа, паломничество в Мекку. Паломничество в Мекку, хадж, является обязанностью мусульманина при условии, если мусульманин в состоянии физически и материально посетить это святое место. Так же, как и хадж, умра является обязанностью мусульманина, чтобы он совершил его хотя бы один раз в своей жизни. О достоинстве умра посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что умра, совершенная благодаря чему Всевышний Аллах по милости своей прощает совершившему умру его предыдущие грехи. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорится: «Аль-умрату иля-аль-умра кафарату лима байнахума». Поистине, одна умра, совершенная после первой, Всевышний Аллах прощает совершившему эту умру его грехи, которые были между первой и второй умрой. В другом же хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, что «Аль-гази фи сабилиллах валь-хаджу валь-му'тамир вафдуллах». Поистину, человек, который находится на пути Всевышнего Аллаха, не жалея свою душу и свое имущество, а также человек, который совершает хадж, и человек, который совершает умру, являются почетными гостями Всевышнего Аллаха. «Да'ахум фааджабуху» – это те люди, которых Всевышний Аллах призвал, которые ответили на зов Всевышнего Аллаха. «Васа'алуху фа'атахум» – и если они будут просить у Всевышнего Аллаха что-либо, воистину Всевышний Аллах ответит на их мольбу. В другом хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, посланник Аллаха говорит, что умра, которая совершена в месяц Рамадан, приравнивается хаджу. В другой же версии этого хадиса говорится, что умра приравнивается в этот месяц, как будто бы совершивший эту умру совершил хадж вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Исходя из этого, мы понимаем, что умра является также обязательным составляющим исламе, как и хадж. То есть умра является обязанностью каждого мусульманина, потому что Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва атиммуль хаджа валь умрата лиллах». Поистину совершайте, выполняйте полноценно хадж и умру ради Всевышнего Аллаха. Столпы умры. Умра сама состоит из тех же частей, из чего состоит и хадж. Кроме как в хадже есть некоторые вещи, которые превосходят, чем умры, то есть дополнительные обязательные составляющие в хадже. Из чего же состоит умра? Это в первую очередь это ихрам. Ихрам – это состояние, в которое вступает му'тамир, то есть совершающий умру. Это первая основа, первый столб
самой умры. Далее за ним следует совершение таваф вокруг священной Каабы. Это 7 кругов обхода вокруг священной Каабы. Третья составляющая умры – это сa'ю, это ходьба быстрым шагом между холмами Сафа и Марва, тоже 7 раз, начиная с холма Сафа и завершая Марвой. И четвертая, завершающая часть умры – это либо укорачивание волос, либо сбритье, для того, чтобы освободиться от умры и выйти из состояния ихрама. Хаджа относительно умры, дополнительные вещи в хаджи являются следующие. Это стояние в долине Арафа, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-хаджу Арафа». Воистину, хадж – это стояние в долине Арафа, потому что Арафа, то есть стояние в долине Арафа, у нас выходит в год всего лишь на 1 день. И если человек это упускает, соответственно, человек упускает хадж, и он выходит из своего ихрама действиями умры. Различие между умрой и хаджем. Дополнительно и выше, чем у умры, в хаджи есть дополнительные еще ваджибаты, которые являются обязательными составляющими, частями, но относительно других арканов они стоят следующим образом. Это ночевка в долине Муздалифа, это ночевка в долине Мина, это кидание камней, также является прощальный таваф в хаджи. Да помилует нас Всевышний Аллах и даст нам возможность совершить полноценно 5-й столб нашего драгоценного ислама, хадж, а также вместе с ним и умру. Да помилует нас всех Всевышний Аллах. Вальхамдулиллахи раббил аламин.